Открывает 66-е заседание Народного собрания глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Руководитель региона рассказывает об основных достижениях республики, о тех задачах, которые нужно решить в первоочередном порядке. Весь аппарат правительства и администрации главы трудится над тем, чтобы улучшить качество жизни наших граждан. Махмуд Али Калиматов выражает огромную благодарность президенту за внимание и поддержку к региону. Построены школы, больницы, культурные центры, дороги, ФАБы. Доходы бюджета увеличились на 27%. Объем промпроизводства на 18,2 миллиарда рублей. Число самозанятых на 27%. Число задействованных в малом и среднем предпринимательстве на 11%. Уровень официальной безработицы 6,1%. Рекордно низкий для нашей республики. Новые вызовы и определенные задачи требуют от региона современных взглядов на развитие системы образования. Махмуд Али Калиматов отмечает, что в Ингушетии уделяют особое внимание подготовке специалистов востребованных направлений, закупают оборудование и проводят капремонты в колледжах и техникумах. В 2025 году в конкурс мы вошли, профессионалитет. 4 колледжа подали заявку, Ингушский политехнический и другие. Мы ожидаем 25 апреля, вот буквально, и рассчитываем на получение федерального транша в размере 77 миллионов рублей. Это поддержка и серьезная для обеспечения материальной составляющей, ремонтов колледжем. Это современное оборудование, вовлечение работодателей в образовательный процесс, новые технологии, методики обучения, стажировки преподавателей и студентов. Это шаг к реальному практикоориентированному образованию, которое готовит специалистов не на бумаге, а для жизни и дела. Важно сегодня обеспечить людей рабочими местами. В Ингушетии реанимировали некогда простаивающие производства. Отдельная работа ведется по возвращению в государственную собственность незаконно изъятых промышленных объектов. Казенное имущество, государственное, муниципальное, надо вернуть. Мы официально в рамках закона идем в суд и возвращаем его. Это картонажная фабрика, она возвращена. 3-4 года судились. Я просто, чтобы понимание было у депутатов, АПК Сунжа, берите РИАК, берите Сад-Гигант, любое. В среднем мы посчитали, мы закупаем картонажную продукцию, да, на 2 миллиарда рублей за пределами нашего субъекта. Власти республики готовы оказывать всю необходимую поддержку предпринимателям, которые хотят платить налоги, пополнять бюджет, выпускать качественную продукцию и составлять хорошую конкуренцию. Приоритетной задачей была и остается забота о наших детях. В частности, огромная работа проделана в лагере Эрзи. Впереди еще наладить инфраструктуру, что будет сделано в ближайшее время, отметил Махмуд Али Калиматов. Мы уже 3 года с правительством стараемся провести туда газ. 42 километра надо провести туда, чтобы подключить его к газу. А представляете, там все готовится, отапливается и все остальное на электроэнергии. Какую сумму это вылетает нам? Поэтому у нас договоренность есть. Я с Густавом разговаривал и не раз уже. Мы все равно, значит, подключим туда газ, чтобы у нас себестоимость пребывания там снизилась. Глава Ингушетии рассказал, что отношение к семье, традиции и обычаи позволили нашему региону войти в список социально стабильных регионов, где сиротству уделяют особое внимание. Хорошую работу в этом направлении отметила и уполномоченная по правам ребенка в России. Мы признаны первой в стране по профилактике социального сиротства. Достигнута договоренность о строительстве в республике нового социально-реабилитационного учреждения для детей. Это наша стратегия. Это отношение у нас к семье. В год защитника Отечества глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов обратился к депутатам Народного собрания с важной инициативой. Хотел бы внести инициативу. В некоторых регионах она тоже продвигается. Это звание населенный пункт воинской доблести. Я просил бы с юридическим управлением, с архивной службой, попросил бы депутатов вот в этой части изучить
населенные пункты и присвоить им звание «Населенный пункт воинской доблести». Важное поручение главы – отнестись со всей ответственностью к предстоящей 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это дань памяти и благодарность всем, кто приближал победу. Сегодня мы так же, как и много лет назад, боремся за свои интересы, отстаивая безопасное будущее. Глава отметил, что нам необходимо поддерживать наших защитников. Хотел поблагодарить всех участников и наших депутатов, которые участвуют в гуманитарной помощи. Мы им везем то, что по списку они нам дают, и что мы можем, мы в этой части и направляем. Поэтому хочу вам сказать, что внебюджетный фонд там около 800 миллионов, и бюджетный, конечно, мы там где-то за 1 300 000 – 400 вложили в это дело для победы наших воинов в этой. Далее с ежегодным отчетом Народному собранию выступил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Премьер отметил, что в целом за последние 6 лет в республике проделана колоссальная работа, которая не раз была отмечена и на федеральном уровне. Владимир Сластенин подробно остановился на цифрах и направлениях. Прошлый год ознаменовался завершением одного из этапов реализации национальных программ и подведения итогов достижения задач, поставленных на период до 2024 года. За 6 лет реализации национальных проектов в развитие региона инвестировано свыше 50 миллиардов рублей. Реализовано около 400 мероприятий. Построено 41 школа на 26 тысяч мест, 26 детских садов на 6 тысяч мест, 6 объектов здравоохранения, выполнен капитальный ремонт республиканской детской поликлиники, построено, отремонтировано 24 объекта культуры практически в каждом районе. Если говорить непосредственно про отчетный период 2024 года, все средства освоены. Особое внимание, конечно, уделили национальным проектам. Объем финансовых средств, направленных на реализацию нацпроектов, составил 4,7 миллиарда. Кассовое исполнение 4,6 миллиарда. Это 97,8%. Это очень высокое исполнение кассы. Реализовано более 80 мероприятий, в том числе завершено строительство 6 школ на 3000 ученических мест, Центр социального обслуживания, город Молгобек, физкультурно-оздоровительный комплекс Барсуки, Альтиевский водозабор, 14 объектов дорожного хозяйства, строительство Дома культуры в сельском поселении Джерах, ремонт 2 домов культуры в сельских поселениях Верхние Ачелуки и Аль-Юрт, капитальный ремонт зданий Центра театра, кино и креативных индустрий в городе Магаз. В 2024 году отмечался значительный рост бюджетных и внебюджетных поступлений практически всех направлений. Мы с вами крайне ответственно отнеслись к вопросам бюджетной политики. По итогам отчетного года отмечается значительный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики в сумме 7,2 миллиарда рублей против 5,6 миллиарда рублей, собранных в 2023 году. Это плюсом, и глава это отметил, плюс 27% это сверх прошлого года. И такая же цифра, мы точно идем вместе в ногу с Россией, и в России тоже плюс 27%. Приоритетным направлением в отчетном периоде было улучшение инвестиционной привлекательности и наращивание предпринимательского ресурса. Завершена реализация инвестиционного проекта по строительству завода алюминиевых сплавов, комплекс по производству газобетонных блоков на площадке Карабулак. Досрочно завершен прорывной проект развития IT-технологий, индустрии общего 700 миллионов, открытия IT-академии. На стадии завершения прорывной проект тепличный комплекс Ужа, который планируется и подстанцию Тихая, вот запланирован практически, вот, как мне объяснил руководитель, на 30 апреля. Социальная сфера, как всегда, требует особого внимания. Владимир Сластенин обозначил, что по итогам 2024 года регион сохранил лидирующие позиции по демографическим показателям. Помимо прочего, в 2024 году значительные изменения произошли и в системе образования. Важно, чтобы дети могли получать знания в просторных классах и кабинетах со всем необходимым оборудованием. Кроме классов химико-биологической, гуманитарной и психологической направленности, в 16 школах функционируют психопедагогические классы, в 6 инженерные, в 8 аграрные. Открыты 2 технопарка на базе гимназии номер 1, город Назрань, и школы номер 6, город Карабулак. Созданы 103 центра точек роста.
На базе лицея Сунжи функционирует Центр цифрового образования для IT-КУБ. Глава Ингушетии перед правительством ставит такие задачи, как социальная стабильность, исполнение бюджетных обязательств, развитие сельского хозяйства, экономики, промышленности и не только. Все эти направления были озвучены во время выступления. Сразу после доклада премьера участники перешли к следующему вопросу о заслушивании отчета от члена Совета Федерации Федерального собрания России от Республики Ингушетия Билана Хамчиева. Особое внимание было уделено совершенствованию законодательства в сфере налогов и сборов, а также одобрению ряда социально значимых законов, направленных на поддержку семей с детьми и решение наиболее острых проблем, волнующих граждан. Целый ряд одобренных палатой законов направлены на интеграцию, воссоединение регионов в правовую и социально-экономическую систему Российской Федерации. Билан Хамчиев отметил, какие законотворческие инициативы были им озвучены в ходе работы Федерального собрания. Рассказал о важных показателях. Пристальное внимание было уделено формированию сбалансированного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 года и устойчивое развитие нашей страны. Был принят комплекс законов, призванных оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, отдающих долг за нашу Родину. Всего за 2024 год Советом Федерации было рассмотрено и одобрено 560 законов. Депутаты в ходе заседания Народного собрания задавали свои вопросы, на которые получили соответствующие ответы. Рина Сычева, Султан Магушков, Магаз 24.